Дорогие друзья, сегодня мы попали на чаепитие к замечательной семье Марса и Ирины Шарафеевых. Сегодня мы находимся в их усадьбе. Семья гостеприимная, и каждое воскресенье не обходится, ни одно воскресенье не обходится без гостей. Сегодня гостят дети и друзья семьи. Здравствуйте. 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 Ну, обычно мы собираемся здесь, начинаем собираться на даче с 1 мая. Собирается большая, огромная семья, друзья, родственники, все собираются, потому что с 1 мая начался отчет нашей семейной жизни с моим мужем. Сколько у вас детей? У нас 4 детей, 5 внуков и ждем 6-ю. Внучку. Да. Здорово. Ну и помимо этого у вас всегда гостеприимно, да, стол накрыт для всегда. Друзей. Да. Ну что, пойдем на огород? Пойдем на огород. Угу. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас находимся на огороде. Как видите, посмотрите, лук-батун просто прям к небу стремится. И я бы подумала, что это тоже лук, но это что? Чеснок. Так, Чеснок. как вы его сажали? Зубчиками. Угу. Где взяли эти зубчики? Зубчики привезла с города Альметьевска, Татарстан. Да. Да, от сестры своего мужа. Угу. Там вот у нас растет мята многолетняя, Угу. тоже она сама распространяется. А вы расскажите, пожалуйста, вот давайте мы на чесноке сосредоточимся. Мгм. То есть, ну, допустим, на следующий год наверняка вы будете из своего же чеснока высаживать зубчиками. Расскажите технологию, как вы сажаете. Берешь головку чеснока, Так. отделяешь Угу. зубчики, Каждый и зубчик. зубчик садится. От шкурки снимаем? Нет. Нет. То есть Вместе как со бы... шкуркой, вот Мгм. как лук-севок садим, Мгм. также садим чеснок. А вот смотрите, у чеснока вот как бы есть на головке, ну как бы мы чистеньким хвостиком или... Чистеньким хвостиком, там же вот у нас есть, откуда корешки Да. идут. Вот это низ, Корешки мы вниз садим, Вниз. да. А Мгм. сюда, ну как севок. да? Мгм. Севок вот садится же, головка лука, вот Мгм. так вот. Она втыкается, ну И так всё. же и зубчик чеснока Вы не втыкается. вымачивали, Ничего вы не в стаканчике делала. куда-то не Нет, высаживали. нет, В нет. какое время сажали? Ну, я прилетела в конце, ну, в середине мая где-то мы прилетели, ну вот в мае я сразу же и посадила. Почти даже, наверное, не в мае, а в начале июня. Мгм. В начале И июня посмотрите, посадила. они как вымахал этот Ну да. чеснок. Посмотреть. Давайте Мы еще- посмотрим, это же Давайте интересно. посмотрим. Из одной как бы части чеснока, из зубчика чеснока, вот будет пока, вот уже вот такой вот. Но он вот, такой он немножечко еще пока, он пока да. еще зреет. Посмотрите, Да, он, по-моему, зря мы да. его, конечно, Нет, ничего. побеспокоили. Вот, ну вы куда-то его в супчик, да? Да, в супчик положим. Да. Но И вообще посмотрите. образуется Мгм. небольшая головка. Так. И там появляется, ну тут тоже она уже явно есть. там Несколько малень- зубчиков, да? Да. Мгм. Ну, Самые лучшие зубчики наверняка вы соберем, сохраните да, и соберем, да. посадите. Как Ну вообще головки вот такие вот получаются, вот небольшие. небольшие. У нас большие Но всё-таки головки не вырастают, свой. потому что нам не хватает. В какое время вы собираетесь уже, скажем так, урожай свой Собирать собрать? в сентябре. Мгм. В сентябре, в конце сентябре. сентября, Ну может да. быть, да? Нет, не в конце. То есть он не серединке, наверное, хладостойкий. Нет. Не Ну, он хлад- холодостойкий, но Холодостойкий, у но... нас же все равно быстро же земля промерзает. Мгм, мгм. Это не так, как у нас же, если она начинает замерзать, земля, то она Мгм. быстро замерзает и появляется корочка, а Мгм. потом это хранится не очень хорошо. Ясно. Поэтому- Давайте расскажем нашим телезрителям по поводу земли. Какая должна быть почва для чеснока? Ну, почва обычная, чтобы- не сильно глинистая, такая, как субстрат такой черноземный. Мгм. Чеснок не любит всякие бактерии, А перегной вы добавляете? а перегной обязательно. Так. Перегной и опилочки я добавляю. Мгм. То есть Да. получается вот такая земля, Да. она как бы С немножко... песочком, Мгм. с перегнойчиком и с опилочками. Мгм. А вы мульчой не увлекаетесь? Нет, не увлекаюсь. мульчируете? Нет, ничего С не поливом мульчирую. как? С поливом любит полив. То есть каждый день не поливаете? каждый день. Не каждый Нет. день, а как? Один раз в 3 дня. Мгм. Ну и то смотрю, как пересохло. Вот, например, поливала вчера. Мгм. Вот видите, уже земля подсохшая. Мгм. А поливала вчера. Мгм. Ну, есть- конечно, сейчас стоит такая Да. жара неимоверная Ну, у буду нас. поливать уже Мгм. завтра. Сегодня Мгм. поливать не буду. Всё, Сегодня поливать не понятно. буду. То есть поливать все равно буду. Если жара, то значит поливаю через
день, а если не жарко, то поливаю один раз в 3 дня. По поводу чеснока, это интересный такой, ну, овощ, да? Да. Ну, где-то местами даже экзотичный для наших Ну, мест. по идее, да, но Якутии, у нас местные Мгм. выращивают. здесь. Все-таки Выращивают. чеснок вырастить можно. Можно. Раз у нас Всё, лук что- растет, да, чеснок все тоже можем выращивать. Да. Точно так же, как и любую другую столовую овощную культуру, да? Все выращивать Типа можно. свеклы, там, моркови, ну и так далее, Да. корнеплоды. Да. И чеснок, оказывается, вырастить тоже можно. Это классно, это здорово. Поговорим теперь про помидоры. Помидоры вы сажаете, Помидоры, какой сорт у помидоры, вас? тут много сортов, сливовидные, яблонька, белый налив, перемога, тут сорт у нас. Мгм. Там у нас вот москвич Мгм. посажен, но они вырастают огромные, и бычье сердце. Мгм. Обратите внимание, дорогие друзья, у наших героев все грядки, как они, посмотрите, обустроены, специально помидорные, видимо, да? Потому что вот здесь подставочки, здесь вот стоят вот, как эти называют, палочки вот эти вот, ну, брусочки, да? Ага, И причем Стоечки. вы, оказывается, их посынкуете все, да? обязательно. Обязательно. А без В какое посынкования время тут- вы их посынкуете, вот ну, эти все ваши сорта? посынкую я постоянно, Туда потому что смотрим. потому что пасынки растут бесконечно. Мгм. Вот Каждый день, да? Ну, почти каждый день, да. Мгм. Где-то больше, где-то меньше. Где-то ничего посынковать не надо. Посмотрите, какая интересная штучка вот для рыхления. Вы Да. каждый день рыхлите? Нет, Нет. один раз в 2 недели. Мгм. Рыхлю, подрыхливаю. Допустим, подрыхляю. вот смотрите, чтобы воздух, кислород попадал к корням растения, все-таки нужно рыхлить ведь, да? Обязательно. Как, вот покажите, как нужно рыхлить правильно. Ну, обязательно, конечно, именно показывал. рыхлить надо зубчиками вот такими, да, чтобы не повредить корни. Мгм. И нужно тыкать или вот прям немножко проезжать как бы тыкать. по земле? Нет, вот так тыкать, вот, лучше да. тыкать. И делать такую, Мгм. как кружочек, чтобы вода не стекала потом после рыхления. Сделал кружочек, и Мгм. вода будет здесь оставаться. Многие поливают один раз в неделю, а некоторые каждый день по чуть-чуть. Помидоры сильно не надо поливать. Помидоры сильно много воды не любят. Помидоры любят такую умеренную воду. И по мере лучше, как говорится, высыхания. Вот высохли и полил. Мгм. Ну, сильно перезаливать не надо. Потом у них скручиваются, когда поступает очень много влаги, Мгм. у них скручиваются листочки, Мгм. сворачиваются. Мгм. Ну, закармливать тоже помидоры не надо, тоже закручиваются листочки. Мгм. Ну, один раз в 10 дней нужно чем-нибудь подкармливать. В Мгм. бочке травку замачиваем, она гниет, эта Мгм, травка мгм. киснет. Мгм. Потом разводим ее на ведро и поливаем. Мгм. Ну, где-то литр берете. Литр берем Литр на ведро, этого да, целебного размешиваем, такого. да, настоя, настоя, да, и поливаем. травяного. Да. Мгм. Вот И таким. поливаете. Да. Ну, вот, кстати говоря, вот этим удобрением пользуются многие наши якутяне. Ну, наверняка огородники так делают не только якутской, так сказать, земли, да, Это но все и... делают. Да, все делают. Конечно. Так что, друзья, дорогие, помидоры, ну, вы сами увидели, помидоры прям прекрасно себя чувствуют. Нужно, главное, их вовремя посынковать Ну да. каждый день, да, Мгм. рыхлить почву и полив раз Ну, в 3 дня. в 3 дня. Да. Не очень обильно. Нет, не очень обильно. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы поговорим про плодово-ягодные растения. Марс Захарович у нас занимается плодово-ягодными культурами. Ну, Он как? отвечает в семье вот именно за это Ответственно. направление. Но в нашем участке их, много всяких бы кустарников, да? Но основные, как местные, это черемуха, боярышник, рябина. Ну и относительно как бы такие, но они тоже как бы уже давно стали местными. Вот, кстати, вот пример жимолость. Но в этом году урожай такой неплохой. Можно посмотреть, вон ягодки висят, да? Ну, А вы где покупали? В Ну, питомнике или, может быть, нет, в саду покупаем у вас? обычно на рынке. Мгм. Ну, где строительно торгуют, это по весне Мгм. рассады, это, ну, кустарниками этими. То есть вы просто купили небольшой Да, купили, кустарничек. А вам не посадили. говорили, какого, ну, как бы, сколько лет этому кустарнику? Ну, как правило,
2-3 года, видимо, там, да. Я даже не интересовался, такого размера Так, небольшие. вы посадили, и примерно сколько у вас цвел этот кустик до того Ну, момента, как начал Ну, плодоносить? наверное, года 3-4, вот так примерно, да. Если вы взяли его двухлеткой, это где-то примерно 7-й год, да, начал плодоносить? Ну, наверное, Ну, года через 3-4. Ну, Мгм. ну да, 6-7 год, Мгм. так это. Какую почву любит это растение? Ой, особо-то мы как бы, ну, когда садим, все перемешиваем, песок, землю, Перегной. немножко перегноя, Мгм. туда на дно всякие там ветки, Мгм. листья, Мгм. Это тоже как бы дополнительное да, как- питание потом. со может, временем, камушки да? там, да, как Мгм. дренажа. Для дренажа. Ну. А чем-то подкармливаете? Просто золу посыпаем или зола значит, С смешанная водичкой. с водой, как бы, да. Ага. Иногда вот смесью сена, когда скосили, настаянная трава, Мгм. Мгм. и уже там тоже смешали 1,5, 1,10 тоже Мгм. полили. Так. А вы Ну, за не лето- часто, но За лето поливаете? Как часто вот кустик ваш? просто поливаем-то, да. Мгм. Ну, когда жаркие дни, вот, ну, раз в 3 дня, наверное, где-то так. Мгм. А То так есть- сам себе ну, растет. Мгм. Мгм. Хватает дождя, скажем так. То есть, смотрите, дорогие друзья, для того, чтобы ваш участок гордо именовался садом, можно посадить 2 куста жимолости. То есть вот здесь кустик и еще один куст. Ну, здесь, вот да? куст возле Он беседки, да. здесь немножечко такой более крупненький. Немножко здесь, ну как бы вроде в одном месте они растут, да? А вы Ну, это пораньше посадили его немножко. А, вы вот. пораньше Может, посадили. на пару лет раньше Мгм. посадили. Ну, то есть это видно, посмотрите, какой он уже так немножечко разросся. Вот рядом с ним, это вообще, ну, года 2-3 назад посадили. Вот маленький счет. Тоже кустик. Мгм. То есть еще один Да. кустик у вас Мгм. есть, да? Мгм. Это все жимолость. Ну да. Мгм. Понравилась вам жимолость? Ну да, ягоды вкусные, полезные. Ну, Так. супруга вот варенье делает. И варенье замораживаете Да-да. наверняка, да? Мгм. То есть, да, действительно, жимолость, она... Но в тайге все-таки вы Неприхотливая. же очень много путешествуете по Якутии, да? Ездите на рыбалку, все Ну, реки да, в хорошо основном на рыбалку. знаете. Да. И наверняка знаете прекрасно, что жимолость любит влажную почву, да? И растет где-то, ну, в общем, рядышком с Ну да. водоемами, с Мгм. реками. А если сравнивать дикую жимолость и вот такую вот садовую, что бы вы сказали, что бы вы отметили? Ну, честно говоря, я с дикой живностью не встречался, да? Не видели ее Да. ни разу? Ну, Мне не кажется, дикая подалось, но- жимолость, она поменьше. Ну, возможно, Она да. поменьше и Ну. как-то покислее, что ли. Мгм. А вот эта вот ягодка, можно я ее сорву? Мгм. Она уже прям поспела, да? Мгм. Вот. Она, она, ну, тоже горьковатая, Мгм. но мне кажется, все равно она немножко слаще. Да, скорее Как-то всего. больше сахара в ней, Мгм. чем у дикой ее, так Мгм. сказать, родственницы, да? Ну да. Мгм. С уходом все понятно, то есть в жаркое Все время. просто. Мгм. Особо не требуется большого ухода в наших условиях. Неприхотливый, скажем, кустарник. такой. То есть, получается, вы как бы, ну, с этим вы не испытываете никаких там трудностей Вот или еще и что-то, да? единственное, тыля иногда, вот как бы, да, А, в кстати, затененном участке, там, где вот там тоже растет оно у нас дальше, да, в тени тыля как бы это, это зло прям. да, А как бывает. вы боретесь с этой тлей? Ну, супруга обрабатывает там всякими средствами, да. А Но вот эти народные средства, например, некоторые бросают прямо на кустик эту вот луковую шелуху. Не знаю, что-то кардинальное средство, бывало, что ничего не помогает, подрезаем просто эти ветки. Вы их просто утилизируете, Ну, сжигаете. сжигаем там бочки Мгм, за оградой. мгм. То есть не нужно раскидывать, потому что там Не-не, же ну да. вот эти Все личинки. это и всё. распространяется. Мгм. Мгм. И еще такой момент, обратите внимание, друзья, когда высаживаете вот эти кустарники, да, плодово-ягодные, они не должны, ну, как бы быть, соседствовать там с какими-то еще растениями. И я смотрю, у вас все чистенько, да, то есть вы стараетесь убрать, прополоть вот эти вот некультурные растения. Может, Да, что это- камнями мы заложили там в свое время. Тут, да, то есть получается у вас Камни не здесь дают. Не дают. М, То есть подход. это тоже вот такой вот, скажем, превентивный метод, да, борьбы Возможно. с Мгм. заболеваниями различными. Ну и потом жимолость, она вот здесь вот такая королева одна, да? Мгм. То есть все питание, водичка, все для нее, да? Ну да. Мгм. Мгм. Ну спасибо. Давайте другие кустарники посмотрим. Ну тут как бы, тут боярышник, вот, но Пойдемте. пока еще Вот это боярка, да? Да, но он ее еще недавно посадили, как бы, да, он Ну как пока не недавно? плодоносит. Сколько это?
Ну, года 3, наверное, да? Мгм. А вы 4. как вот, ну, многие, кстати, не используют ни плоды, ни листья, никак. А вы вот чем занимаетесь? Чем она хороша, вот эта культура? Не, ну мы как, ягоду собираем, когда плодоносит. И вы едите, что ли? Ну, как, сушим, зимой с чаем завариваем. А, то есть как бы вы чаи готовите, Ну да, да, из боярышника? ну. Ну, в общем, это самое, мне кажется, пожалуй, неприхотливое Да, у в нас наших в условиях, Якутии. после черемухи, рябины, скажем так, вот 3 вида основных. Мгм. Черемуха, рябина, боярышник. Начинающие кусты облепихи. По-моему, вот это у нас папа, да, это мама, да? А, то есть обязательно Они должны быть же, женская, да, мужская, женский, да? мужской, как бы рядом находиться. Ну, на удалении там 1-1,5 метра. Но этому поменьше, этому, наверное, где-то лет 5, уже 6. Мгм. Он уже начал плодоносить? Еще нет, Пока еще да. нет. То есть вы еще как бы с урожаями... Здесь не было, урожай только возле дома там. Уход, как у нас везде одинаково мы ухаживаем, да? Такого конкретно за каждым такие особенности нету, да? То же самое после зимы, ну, постригли их, скажем, замерзшие веточки там, да? Ну и обработали вот в основном золой, немножко перегноем. Ну или полив такой же с травами, да, периодически. То есть как бы отдельно, чтобы каждый куст по-своему, такого нет, как бы, да. Общий уход как бы одинаковый почти со всеми. Ну. А вот это яблоня у вас? или Это яблони, да. Да, яблони. Давайте Тоже, про кстати, яблоню относительно тут расскажите. недавно посажено, это года 3 или 4, да. Да, 3, наверное, года, да. А что это за сорт яблони? Ну, наша местность сибирская. Ну. Вы Ну, то- покупали тоже где-то на рынке, Ну, да? да, на рынке, да, тоже. А вы специально вот ботанический сад куда-то или, может быть, какой-то питомник, вы с ними не связываетесь? Ну, когда-то связывались, вот, ну, яблоню брали вот на рынке, да. Посмотрите, у нее уже вот ржавые листья пошли, вот это чего-то не хватает. Может, железа не хватает, а может, просто воды, но вроде поливаем. Еще же говорят, что можно привить эту яблоню, чтобы собирать какие-то урожаи, ну, наверняка, да? Мы То есть пытались, это, как в бы, да. принципе, Но что-то прививали? в наших условиях, вот именно в условиях Маганского тракта, да, Не получается. замерзают. А, Она снова, то, что привитое, как погибает и начинает с корней идти, ну, родное как бы дерево, да. понятно. Ну, не То хочет есть приживаться. прививаться Ну, не зима хочет. суровая здесь, в наших условиях. А вы не пытались, например, вот эту яблоню как-то, ну или вот молодняк этой яблони, у вас же здесь вот уже молоденькая, да, растет? Вот у вас Да, же ну, как два она, кустика. просто... Посадить где-то и потом, допустим, на зиму заносить куда-то, ну, Не, в не дом? пытались. И в принципе не пытаемся, да. Не пытаетесь. Не укрываем ничем. Хотим, чтобы сами привыкли, как бы потом минимум ухода требовали, да. Ну, снегом подсыпаем вокруг, и все. Иногда А так не сено. укрываете, вот чтобы Не, ветра, как бы ничем не ветер не укрываем. повредил это дерево? Ничем. Просто зимой корень снегом, все на этом. Потом в конце хочу рассказать про рябинокизильник. Ну, это как бы тоже местное дерево. Это называется рябинокизильник, видимо, смесь рябины и кизильника. Но она прорастает из Салданского района, по-моему, там они как бы в диких условиях растут. То есть это не культивированное, а обычное дерево местное. Тоже одно из самых неприхотливых. Очень Наши много условия. плодов. Вы Да. используете эти плоды? Ну, как, честно говоря, не используем. То да? есть это чисто декоративное Но она, какое-то мне растение? нравятся плоды вкусные, вкуснее, чем рябины. То есть вы, Но- получается, плоды Пап- все-таки пробуете? Да, пробуем. Мне нравится. Супруга как бы не очень, да. Ну. А так рекомендую, она красивая осенью, когда вот в сентябре Да, ягодки красные. ягоды красные, а листья становятся фиолетовые, красноватые, такие оттенки А приобретают. потом еще выпадает снег, это вообще красота, Ну да. Ну. Сегодня мы побывали в гостях на даче у четы Шарафеевых. Сегодня мы узнали об особенностях устройства огорода и выращивания плодово-ягодных растений. Поблагодарим наших героев. Ну и что бы вы хотели пожелать нашим якутянам-огородникам, садоводам? Ну, чтоб не боялись, выращивали. Все у нас на нашей прекрасной земле растет. Она у нас совершенно не скудная, у нас она добрая, ласковая, любимая. Все дает, ну, дает, кто трудится. Трудолюбивым людям. Все люди добиваются, если вкладывают свой труд. По поводу кустарников, значит, черемуха, рябина, боярышник, рябина, кизильник – самые неприхотливые деревья, которые прорастают везде. Поэтому не требуют практически никакого ухода.
и дают полезные, вкусные плоды. Ну, остальные тут, скажем, что у нас тут, крыжовник, там, жимолость, облепиха, ну, малина, смородина, крыжовник. Ну, все растет как бы. Мгм. Ну, малина это вообще как Да, сорняк. малина, вот заросли просто Но гигантские. при этом Ну, малина, она же очень и полезная. Да, полезно. да. Мы собираем Ягода полезная ведрами очень. ее, там заграды, правда, туда перенесли. Ну что, дорогие друзья, будем повторять, будем вдохновляться опытом семьи Шарафеевых и пробовать.